Жительница столицы Коми лишилась почти 9 тысяч рублей, заказав билет на отдых на одном из сайтов ловушек. Не получив электронный билет, девушка позвонила официальному представителю авиаперевозчика. Ей пояснили, что заявки на указанный рейс и на ее имя не поступало. Как обезопасить свой отдых и сбережения от мошенников, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Железцова. Наступил бархатный сезон. Многие жители республики собираются на юг именно в этот период. Этим и пользуются аферисты, продолжая обманывать людей, желающих приобрести авиа- или железнодорожные билеты. Как правило, жертвами злоумышленников становятся граждане, которых прельщает низкая стоимость проездных. Другой отличительной особенностью подобных преступлений становится неосмотрительное и безответственное поведение самих потерпевших. Две сестры из Сыктывкара нашли объявление на одном из сайтов, который организовал отдых в Крыму. Они позвонили по указанным телефонам, чтобы уточнить информацию, а после заказали 2 туристические путевки, перечислив почти 120 тысяч рублей. Позже обманутые родственницы не смогли связаться с представителями турфирмы и получить подтверждение о бронировании мест на базе и приобретении путевок. Женщины обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. В ходе разговора потерпевшие признались, что знали о таких видах мошенничества. Однако они не стали проверять информацию, которая была представлена в объявлении, что и привело к таким печальным последствиям. Жертвой мошенников стал и другой житель столицы. Мужчина подыскивал в интернете 2 билета на самолет Сочи-Сыктывкар, чтобы вернуться домой с юга. Потерпевший знал, что в указанные даты билетов уже нет, но упорно продолжал поиски, пока не наткнулся на интересную ссылку. Сайт, название которого ему показался знакомым, предлагал дешевые авиабилеты онлайн. Заполнив все данные для покупки электронного билета, мужчина произвел оплату и ожидал письмо подтверждения на электронную почту. Но пришло только сообщение банка о списании 18 тысяч рублей. Мужчина зашел на сайт, хотел посмотреть контактную информацию, но, к сожалению, там отсутствовали какие-либо телефоны, адреса. Поэтому он обратился в полицию. И в ходе проверки было выявлено то, что он попал на сайт «Дублер». Поэтому, прежде чем покупать билеты, стоит хорошенько ознакомиться с данным сайтом и прочитать отзывы. В сети кибермошенников попался и житель Сыктывдинского района. Мужчина также воспользовался сайтом, который был похож на популярный билетный сервис, и оплатил перелет по маршруту Сыктывкар-Минеральные воды. Но, как и другие горе-путешественники, билетов не получил. Более 16 тысяч рублей теперь фигурируют как ущерб по уголовному делу. При заказе билетов и различных туров через интернет нужно быть предельно внимательными. Прежде всего, стоит убедиться в подлинности сайта, почитать комментарии и отзывы других пользователей. Если есть какой-то подвох, об этом наверняка уже есть информация. Также осторожно стоит относиться к сайтам, где предлагаются ЖД или авиабилеты по заманчиво низким ценам или со скидками. В разгар туристического сезона это большая редкость. Нужно помнить, что нередко желание сэкономить оборачивается потерей всех средств.